Дуслар, всем привет, добрый пятничный вечер, проверка связи. Дуслар, напишите в комментариях, как звук, нормально ли звук, не нужно ли прибавить звук. В общем, пока ждем от вас небольшой реакции. Со мной сегодня мой друг Марк Шишкин. Здравствуйте, да. Дуслар. Да, в общем, краевед, историк. Я с ним знаком с какого? С 16-17, по-моему, года, да? Чуть пораньше, 15-16 где-то, я думаю. Да, ну, в общем, мы любим быть на всяких общих интересных тусовках. Он и журналистом проработал определенное время. В общем, мы сегодня с Марком Шишкиным обсуждаем такую историю. История, на самом деле, даже и для него интересна. Хотя Марк Шишкин, это не какой-то там, ну не знаю. Марк Рустамович. Да, Марк Рустамович, Гатаулин какой-нибудь. Я Марк Рустамович. А у тебя отчество Рустамович? Да. У меня есть татарские корни, очень серьезные, я отношусь к этому очень большим пиететом. Вот, начнем с этого, да, хотя я, безусловно, как представитель одной из многих смешанных семей казанских, это, ребята, я к тому... Я человек русской национальности, русской культуры, вот, я выбрал эту сторону, я крестился и так далее, но я с большим пиететом, с большим уважением отношусь к татарской истории, к татарской исторической картине памяти, вот, поэтому для меня это тоже важно, вот. Это я почему скажу важно, что вот он сказал, кто он. Там кое-какие комментаторы написали в комментариях, что, значит, я там привел в гости, там, в наш, значит, стрим русского шовиниста и иудея, еврея. Ребята, нельзя так оскорблять, особенно моего друга. Мы нормальные люди, мы всегда можем договориться. Особенно я с Марком Шишкиным всегда договорюсь. В общем, мы сегодня что обсуждаем? Мы сегодня обсуждаем... Значит, смотрите, историческая память и историческое восприятие образа Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Сразу вам скажу, что мы не говорим об исторической науке, да, которая изучает, значит, Волжскую Булгарию, Золотую Орду или Казанское ханство, а мы говорим именно о том, как простые люди, как вот, ну, более широкое население, да, более широкие слои, не только татары, но и другие народы в том числе, да. Потребители исторического контента, я это называю. Да, значит, да, воспринимают именно образ Волжской Булгарии, Казанского ханства и Золотой Орды. Это не восприятие историков, это более общее, более широкое восприятие. В общем, я вам расшифрую, что я имею в виду. Так как я уже на стриме с Искандер-Абы Измайловым рассказывал, что я в прошлом был булгаристом, ну так, 1,5-2 года примерно булгаристом был. В общем, и я понял, как вот это вот комьюнити булгаристов воспринимает Волжскую Булгарию. Волжская Булгария для булгаристов это в первую очередь такой как бы потерянный Эдем, потерянный рай, ну, потерянное святое место, святая земля, где, значит, булгары мусульмане, где только ислам. И, в принципе, на прошлом стриме Искандер-Абы Измайлов подтвердил, да, действительно, булгарами себя в Волжской Булгарии считала только правящая верхушка, правящая аристократия, а все остальное население, оно было, ну, либо у них было деление по племенам, либо вот, значит, религиозная идентичность. Мы мусульмане, без мусульманнар. Вот. В последующем, например, Батырша, там другие люди, да, ну, Батырша восстание поднимал, и, значит, в своем манифесте он призывал, вот, значит, возврат вот к этому граду мусульманскому болгар. Татарский, значит, писатель и поэт Гали Чукури тоже, когда в Казани издавал свою книгу, он тоже говорил о Булгарии как определенном символе ислама. И вообще, вот, булгарское государство именно воспринимается как такая отсылка к чему-то мусульманскому, чему-то такому родному на уровне вот здесь вот, на этой территории, значит, Волжской Булгарии, ну, Поволжья, да. Это вот такое восприятие Волжской Булгарии, оно есть в людях, и я думаю, наверное, многие из вас тоже разделяют такое отношение к Волжской Булгарии. Значит, восприятие Золотой Орды. Золотая Орда татарами воспринимается как такой, в принципе, неплохой, местами даже очень удачный и, ну, вообще классный такой имперский проект средневековый.
ну, мы смогли, в принципе, вот такое государство сделать. Причем, да, Волжскую Булгарию, конечно, завоевали, но там было очень мощное смешение, там на уровне этносов, там, конечно, всю булгарскую там часть аристократии, значит, выдавили, некоторые там перековались и стали, значит, править там булгарским вилаятом. Ну, в общем, это такая сложная история, но, в принципе, татары Золотую Орду считают своим государством, да. И, в принципе, это имперский проект, удачный имперский проект. В принципе, такой же имперский проект Золотой Орде нам, татарам, рисуют и наши башкирские оппоненты. Правда, они это больше делают, наверное, с какой-то определенной злостью и завистью. Типа, ну вот там вот у татар была какая-то Золотая Орда, в которой, значит, нас, башкиры, обижали, наш башкирский улус. Вот, значит, поэтому тоже вот такое восприятие Золотой Орды у простых людей есть. И, значит, как воспринимается история Казанского ханства? Ну, во-первых, очень скоротечная история Казанского ханства. Драматическая история, драматическая часть истории татарского народа. Ну, почему? Ну, во-первых, потеряли государственность в 1552 году, да? Что делали до потери этой государственности? Ну, был Московский протекторат, там на протяжении 50 лет, по-моему, да? С 87 по 21. Да, значит, Московское государство делало набеги в сторону Казанского ханства, ну и Казанский хан это тоже как бы в долгу. Там пополам примерно. Да, там, да. Тут еще Инициатива исходила. между Москвой и Казанью Касимовское ханство образовалось, непонятно чье буферное государство, то ли казанцы сделали буферное государство перед Москвой, то ли москвичи Касимовское ханство сделали буферным государством перед взятием Казани. В общем, вот, то есть, ну, в принципе, вот Казанское ханство воспринимается, наверное, немножко вот таким с драматическим, наверное, подтекстом. Ну, потеряли Казанское ханство. Образы Казанской губернии потом, наверное, как-нибудь обсудим. Тоже интересно, как сегодня татары воспринимают Казанскую губернию. Мне кажется, в этом отношении, наверное, у татар еще пока не сформировалось отношение, что такое была Казанская губерния, там, потому что есть истории, кто такие служивые татары, что они делали в Казанской губернии. Ну, я думаю, наверное, как-нибудь в будущем обсудим этот вопрос. Там Но можно вот, что сказать. Да, но вот сейчас мы, значит, с Марком Шишкиным обсудим, как воспринимается сегодня Волжская Булгария, Золотая Орда и Казанское ханство. Сразу скажу, у Марка Шишкина более широкий взгляд, потому что он смотрит и что пишут в Телеграме русские националисты. Да, я читаю многие. Да, так что участвую в дискуссиях и так далее. Так что, в принципе, он, по идее, раз он Рустамович, он еще и наши татарские глаза в сторону русских националистов. Марк, тебе слово. Ну, вообще, вот ты хорошо начал с этого образа Эдема, Ильнур. То есть, некий действительно райский период, он есть так или иначе, ну, в любом конструировании любой национальной историографии. Больше того, вот соблазн найти его, он очень хорошо прописан выдающимся американским интеллектуалом арабо-палестинского происхождения. Эдвард Саид есть такой. Он написал монографию знаменитую под названием «Ориентализм» про то, как европейская наука, европейская академическая, исследовательская вся вот эта история, как она воспринимала восточные общества. И он очень хорошо вот разделил, что для европейских историков, исследователей есть блистательный классический период. Там, Древний Египет, древняя Месопотамия, еще что-нибудь древнее. Ну а потом, поскольку на территории этих же цивилизаций начинается что-то такое, что уже не соответствует вот ожиданиям этих академических специалистов. И при том, что Древний Египет, Египет средневековый, Египет нового времени, там очень много преемственности на каждом этапе, да, от одного к другому. Для европейцев был важен только Древний Египет, который они действительно рассматривали как ровню себе, да, или Древняя Месопотамия. Это можно назвать синдромом Шлимана, который в поисках вот той Трои, которую описал Гомер, да, он копал, и он разрушил много ценных культурных слоев, да, пока он докопался, да, вот он посчитал, что нашел, хотя поздние исследователи говорят, что немножко не то нашел, да. И вот этот соблазн Золотого века есть у каждого народа, в каждой историографии, что вот когда-то было что-то совсем прекрасное, потом что-то случилось или пришли какие-то нехорошие люди, да, и вот уже вот все как-то так пошло.
не совсем так, да, это немножко колониальная история, но и, наверное, общечеловеческая, потому что мифы о Золотом веке абсолютно у всех народов в какой-то форме были. Слушай, а зачем народам нужны вот знания о каком-то своем золотом периоде существования? Человек так устроен. Мне кажется, это просто человек так устроен. Потому что вот у мусульман же есть вот это вот понятие периода 3 праведных халифов. Но это же тоже, по сути, то же самое же получается, да ведь? Я не берусь вот в вероисповедную углубляться, да, тему, потому что, возможно, здесь действительно имеет отношение к Эдему, к первозданному состоянию, которое есть и у народов за пределами авраамических религий, да, такие представления, что некогда был период блаженства, а потом какая-то катастрофа, и все пошло не так, да. Возможно, это имеет просто отношение к тому, как человеческий мозг устроен, да. Ну, Булгария у татар, у мусульман, да, безусловно, является вот примером такого золотого века. В русской историографии я бы сравнил это с Киевской Русью, да, что вот была близкая европейской цивилизации, скажи, вообще... свободная, вольнолюбивая, но потом пришли какие-то вот люди, да, и потом, монголы. Да, и потом все пошло, ну все пошло не так, да, то есть и вот русская историография ее на протяжении столетий уже вот по этому вопросу немножко лихорадит, многие уклоны как в плюс, так и в минус, они не ведут к прояснению ситуации. Да, я рад послушать твой вопрос. Слушай, по поводу Волжской Булгарии. Значит, на Ютубе есть немало фильмов, такого тоже говорят о Волжской Булгарии, но, короче, цепляются за историю именьковской культуры. Ты в курсе насчет этого? Да, я в курсе. Значит, коротко объясню. Именьковская культура – это такой пласт культуры, по которому, значит, археологи делают выводы, что вот на территории, практически совпадающей территории современного Татарстана, проживали люди какой-то вот определенной культуры, их назвали представители именьковской культуры. По деревне Именьково. Да, которые в Лайчевском районе. Значит, говорят, что это были славяне. Или балты, до момента разделения со славянами, что более вероятно. Ну, там, на самом деле, я с Фаязом Хузиным обсуждал эту историю, он сказал, что там много версий, там, значит, и тюрками их считают, и балтами, и финно-уграми, и венграми, ой, еще пятого какой-то. Иранская компонента здесь присутствует. Сарматы иранские. Вот, значит, типа Волжская Булгария – это территория, на самом деле, славян. Понимаешь, то есть на Волжскую Булгарию идет как бы такое небольшое славянское вторжение. И в то же время, что еще говорят? Ибн Фадлана читали? Он там говорит, что, значит, хан Алмуш, правитель Волжской Булгарии, является еще и правителем Соколибов. Ну, это Крачковский прямо и переводил, да? Да, а Соколибы, это значит, для историков, ну, на самом деле, еще пока не разобрались с традицией описания истории у арабских историков, ну, говорят, это сейчас на самом деле славяне. Ну, то есть, как это Алмуш, хан Волжской Булгарии, может быть правителем славян Волжской Булгарии? Ну, вообще, вот за это цепляются, вот смотри, для начала, да, вообще вот именьковская проблема, она, мне кажется, отчасти надуманная по той причине, что кем бы ни были именьковцы, они все-таки являются предками современных татар, чувашей, но никак не русских современных, да, все-таки, да. А ты вот это на основе чего говоришь? Ты где-то что-то читал, где-то что-то... Ну, нет, смотри, если пришло сюда население, да, тюркское, на какую-то ранее существовавшую балтскую основу, то есть если они смешались, да, предположим, образовали некое общество, да, они являются предками кого? Предками русских, которые пришли сюда, начиная в массовом уже переселении в 16 веке, или предками тех, кто здесь продолжал жить, да? Вот. На самом деле, ну, история ранней Древней Руси, она очень в этом плане запутанная. Есть достаточно поздние датировки, да, того времени, когда славяне дошли до территории Великого Новгорода и так далее, когда все это было заселено. Вот. Территория изначально населенная балтскими, иранскими народами, да. Тут очень много спекуляций, вот. Но именьковская проблема, она, мне кажется, ну, немножко переоценена. Вот. Она, наверное, близка там в облцентрах типа Самары, да, то есть как вот местную преемственность. Но мы же понимаем, да, что если был некий вот этот именьковский субстрат, кем бы они ни были, они вошли в состав булгарской цивилизации и в дальнейшем развивались как часть, да, вот этой булгарской цивилизации. С Волжской Булгарией, как мне видится, есть две основные темы, да, вот в восприятии современном Волжской Булгарии. Волжская Булгария – это как общество исламское, как цивилизация сугубо исламская,
не связанное, да, с той же ордынской веротерпимостью, да, когда там соединялись, при одном дворе могли и христиане находиться, да, разных исповеданий. Кстати говоря, и, вот в этом-то и отличие. Несториане, католики, Да. православные и буддисты и так далее, да, и все это взаимопроникновение, да, мусульман, конечно, вот это ордынское многообразие, да и христиан ортодоксальных, оно немножко так настораживает, вот. Булгария это 100% исламское общество, хотя с запада и с района Чебоксар, да, доносятся свои интерпретации, которые говорят, что все не так однозначно, да, были еще мы, наши предки, да, которые сохранили вот это древнее чувашское, древнее булгарское, да, религиозное сознание, хотя со стороны Казани доносится, ребят, ну вы сами были под влиянием ислама, у вас очень много следов ислама в вашем культе, да, то есть и я не настроен смешиваться в этот разговор, просто есть такое восприятие Булгария как исламская цивилизация, и второе восприятие, принципиально важное для нашей сегодняшней беседы, это Булгария как неконфликтная с русскими формация историческая татар. Там вот эта история, по-моему, есть, да, когда Суздальское княжество хлеб получило, когда у них голод. Был и этот эпизод. Вот. Но изначально, да, то есть мы берем знаменитое постановление сталинское об идеологической работе в татарской партийной организации, да, и все, что последовало за этим, да, 1944 год, я думаю, на этом стриме об этом много говорили, когда в татарских учебниках, когда в идеологии Республики Татарстан, Татарской Республики, да, автономной на тот момент, стал внедряться булгаризм. Булгаризм был единственной приемлемой версией истории. Волжская Булгария, как и русские княжества, пала жертвой вот этой агрессии монголо-татарского войска. Булгары были завоеваны. Вот, впоследствии очень так вскользь говорилось о Казанском ханстве, как о государстве ордынских феодалов, да, и хорошо, что его завоевали, потом дальше говорилось, благодаря тому, что народы Среднего Поволжья вошли в состав московского государства, они получили возможность участвовать в классовой борьбе и в Великой Октябрьской социалистической революции, которая всю историю земного шара, да, должна поменять. Вот, ну, такая достаточно в своей логике, такая вот перспектива, да, и булгаризм, все 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы он господствовал здесь. Единственное, пожалуй, исключение – это когда Сафар Галиев в Саранске написал и издал великую книгу, действительно, «Распад Золотой Орды». Это просто для советского периода это прорыв, где людей погружали, действительно малых читателей вот этого издания, да, в историю того, как распадалась Великая империя, как Эдигей боролся с Тохтамышем, как нашествие Тамерлана было, как из этого общего государства выходили разные будущие тюркские народы, крымские татары, казахи, сибирские татары, волго-уральские татары. Как это удалось вообще издать, я не представляю, честно говоря, хотя давно все это исследовано, да, но вот это единственное исключение. Не в Казани, в Саранске, на Мишарской, так скажем, да, исторической территории, вот, была издана эта книжка, которая шла вразрез с господствующим булгаризмом. Что стало с булгаризмом дальше? Когда татарское национальное движение, когда татарский идеологический мейнстрим, он вспомнил, что кроме Волжской Булгарии все-таки есть и другие этапы, да, есть период Золотой Орды. Запрещенный период. Да, запрещенные периоды. Причем сначала вспомнили Казанское ханство. Ну, Казанское ханство, я насколько вот понимаю, Казанское ханство использовалось как такой способ исторической мобилизации для суверенитета у нас в конце 80-х годов. Как такой ключик исторический к памяти народа. Ну вот смотри, да, про Казанское ханство реабилитировали раньше, чем Золотую Орду. Могут ветераны национального движения, которые у тебя присутствуют на стриме, они могут, наверное, опровергнуть, поспорить со мной, да. Вот, но Казанское ханство начали реабилитировать раньше. Во-первых, потому что оно территориально как бы совпадает с Волжской Булгарией, хотя территория, она отличается, да, главное ядро Волжской Булгарии южнее Камы, и главное ядро Казанского ханства севернее Камы. Да, ну там еще был такой сдвиг, то что практически за Иком были тоже территории Казанского ханства, вот. Там сейчас современный Башкортостан. Ну вот и было переиздание на волне вот этой переиздания запрещенной в советское время литературы, книги Худякова, да, переиздание, которое действительно стало настольной книгой всего татарского народа. Книга
выдержанная в традициях классической русской историографии, помноженной на школу Покровского. Так, да, расшифруй школу Покровского для наших зрителей. Школа Покровского – это такое направление, которое было преемственным с классической русской историографией, но оно занимало достаточно критическую позицию по отношению к внешней и внутренней политике московского государства. Да? Ну, подожди, там же, получается, монархизм критиковался жестко. Критиковался монархизм, критиковалась внешняя политика. Если для имперской историографии и уже для сталинской историографии у нас делается акцент мирное присоединение территорий, да, то школа Покровского, она, не останавливаясь, говорила как есть, с таким жестким критическим, да, привкусом о том, что было. Да, Ну, это получается такая, как ее назвать? исторический ревизионизм. Ну, подожди, По отношению к русской внешней политике. Это школа искренних историков, которые говорили, да, феодализм, да, жесткое месиво, жесткая война, все друг друга мочили. Это примерно так получается? Для русских это исторический ревизионизм был в какой-то степени, да, то есть для русских это был ревизионизм, потому что развитие государства российского, оно критиковалось, то есть определенно. Ну, критиковать же можно с разных позиций, да, то есть для русской истории это исторический ревизионизм. Слушай, а вот это вот не благодаря вот этим вот историкам Покровского удалось в Советском Союзе, например, сделать героем Салавата Юлаева? Вот я не берусь за эту историю, да. Потому что, как бы, там сейчас, ну, кто новости читает из Башкортостана, там сейчас у них идет дискуссия, там, значит, экскурсоводы в Уфе сказали, что Салават Юлаев был тем еще разбойником, хотел там Уфу, например, сжечь. Там, значит, пошла реакция, там аж вице-премьер Башкортостана Азат Бадранов отреагировал на эту историю и сказал, что, в принципе, советская историография примирила вот эти вот полярные позиции по Салавату Юлаеву, сделала его героем нам. Вот. Но на самом деле есть как бы исторические сведения, что Салават Юлаев был очень жестким для своего времени человеком, ну очень жестким. Ну, это, извините, это суровый 18 век. Там все были жесткие. Да, век бунтажный, Емельяна Пугачев и так далее. Кстати, о школе Покровского в 2020 или в 2021 году, вот когда-то только что переиздали последнее, по сути, такое местное веяние школы Покровского. Это история народов Поволжья в восстании Степана Разина и Евгения Чернышова. Вот, я даже в одном из журналов исторических рецензию написал. Ну, давай, он тоже относился к школе Покровского, да, это вот экономизм, да, поиски ранних следов капитализма в жизни народов, в том числе в позднее Средневековье, в раннее новое время. Там очень хороший социальный срез татарской истории 17 века. Но это так, ремарочка. Ну, да, что по татарам там написали? По татарам там это первое исследование, где поднята проблема заказанских чувашей. Заказанские чуваши? Да. А это не сословие чуваши? С точки зрения Чернышова это сословие именно. Ну ты же знаешь, да, это история. В этом плане Евгений Иванович, он полностью выдерживал линию татарских историков, только немножко раньше первым пришел до этой темы. Да? Ну, ты же знаешь вот эту историю, да, что да, башкирские оппоненты нас любят обзывать ясачными чуваша. Ну, короче, он не ушел, он не потерялся, да, между сословием и этносом чуваш. Нет, он четко ставил, что это сословие, и наша вся казанская историография, и русская, общая такая, поволжская, и татарская, она идет по этой линии, полемизируя как с чебоксарами, вот, так и с другими претендентами вот эту тему как-то в свою сторону увести. Не суть важно. Мы говорим о восприятии Булгарии, да, о возрождении интереса к Казанскому ханству. Да, Казанское ханство это с точки зрения 90-х годов, да, это территория, сопоставимая с Волжской Булгарией, да, вот, по территории. И в начале 90-х годов многие рассматривали, ну, как переиздание Волжской Булгарии. Было государство, вошло в состав некой империи, да, потом опять пересобралось примерно на той же территории, и вот оно продолжает свою жизнь. Тем более, что на монетах Булгар Аль-Джадид, да, было масса надписей, да, то есть, что новый Булгар это Казань или Иске Казан, то есть, много разных теорий было, то есть, вот этот перенос, он осмыслялся в этом ключе. К Золотой Орде все-таки уже, я насколько понимаю, общее историческое сознание популярное пришло немножко попозже. Да, вот по поводу Золотой Орды все намного сложнее. Во-первых, нужно было поднимать огромный пласт научной литературы, который пылился. Да?
из-за этого запрета 1944 года. Во-вторых, надо было немножко отфильтровать, что успели написать о Золотой Орде, например, археологи. Потому что археологи, которые изучали, ну они же не могут не изучать. Они работали спокойно все советские годы, надо сказать. Да. Но они всегда везде, если где надо вставляли «Золотая Орда – паразитическое государство». Или появлялись булгарские памятники XIV века, да, вот такое понятие, эвфемизм, да, такой? Да. Какие булгарские памятники XIV века, да, если Булгарского виаята. Да, Золотой Орды, но они были булгарские памятники XIV века. Да. Вот, и, значит, институт Марджани взял вот на себя непростую задачу, тяжелую. Ну, в принципе, мне кажется, Рафаэль Сибгатович Хакимов справился вместе с Дамиром Исаковым, когда они еще были дружны, своей задачей, и вернули татарам Золотую Орду, в принципе, мне кажется. И мы продолжаем возвращать себе Золотую Орду, там продолжается исследование. Марк, вот как ты думаешь, все-таки, вот мы каких уровней достигли в возвращении Золотой Орды? О, нет, я вот оценивать историографию, ну, давай я не специалист. Да. Да, давай вот. через призму восприятия простых людей. Через призму восприятия простых людей. Когда говорят «Золотая Орда» в Татарстане, уже все-таки, на мой взгляд, значительная часть населения не воспринимает это как некое навязанное совне образование, воспринимает как что-то свое, да? Вот, это уже есть. Этого не было, по моим вот наблюдениям, этого не было еще лет 20 назад. Потому что 90-е годы, они все-таки прошли под знаменем Казанского ханства, да, это вот Москва, Казань, два субъекта средневековых, которые выясняют отношения. И в сегодняшние тоже разборки устраивают. И сегодняшние, да. То вот к Золотой Орде, к ее реабилитации, инерция, когда советского булгаризма, она уже все-таки немножко выдохлась, пришли немножко попозже. И здесь, надо сказать, вот по моим наблюдениям, я не специалист по истории Золотой Орды, но я люблю читать книжки Почекаева, книжки Крамаровского, Трепавлова. Вот. Здесь получилось так, что Татарстан стал таким стал гаванью для всех специалистов, которые в России занимаются историей Золотой Орды. Посмотрите любые конференции, которые проводит Институт Марджани, да, там всегда присутствуют исследователи Золотой Орды из российских каких-то научных институтов, да, ведущие авторы, они все так или иначе взаимодействуют с местным историческим сообществом, они приезжают, да, тот же Почекаев, Юрий Селезнев, все эти имена. Марк Крамаровский читал лекции в Казани, выдающийся археолог, исследователь. А вот зачем русские историки, русские исследователи обращаются к Золотой Орде? Вот для меня, например, большой секрет, я до сих пор на него не ответил, зачем, например, Вадим Трепавлов, он, понятно, специалист по Ногайской Орде, но он же и все равно орденовед, да, вот что движет, ты не разгадал это для себя вопрос, что движет исследователями из Москвы, да, вот исследование Золотой Орды, чего они хотят? Ну, вообще, академическая наука так устроена, что если есть какая-то тема, и если есть люди, которые готовы ей заниматься, они будут ей заниматься, да. Вот, в частности, я кандидатом наук надо стать, что ли? Нет, состояться как ученый. Состояться как ученый, состояться как личность. В этом плане, вот даже тех же, я уже приводил пример Чернышова, да, представителя школы Покровского в Казанском университете, русские историки Казанского университета, Фирсов, Чернышов, Игорь Петрович Ермолаев, ныне здравствующий. Мой, кстати, учитель Игорь Они, и мой тоже, на лекциях его был, это шедевры, они все так или иначе касались разных сюжетов, но русские историки в Поволжье, они всегда немножко над разными национальными историографиями. Они, предположим, не занимаются русскими как этносом, да, этим занимаются этнографами, но занимаются всей историей региона, да, и над чувашской, татарской, мордовской и так далее историей стоят и какие-то выводы делают. С Ордой здесь, во-первых, конечно, влияние евразийства, оно есть, но его не надо переоценивать. Это как это, подожди, как это сработало? Как это евразийство и интерес к Золотой Орде? Для русских ключик к Золотой Орде все-таки вот за последние десятилетия это Евразийская школа, это Лев Николаевич Гумилев, который переосмысливал Золотую Орду и ее роль в русской истории. Вот. Но нынешняя русская историография Золотой Орды, она уже намного давно по своей фактологии, по тем
сюжетам, по знанию источников. Она оставила евразийскую школу старую, в том числе Гумилева, давно позади. Это достаточно серьезные современные исследования, которые уже не допускают тех упрощений и тех обобщений, какие делались в евразийское время. Вообще с евразийством ситуация интересная. Ты не против, если я поговорю на эту тему? То есть история какая ведь по сути? Внимание к Золотой Орде, вот к периоду Ига, как оно называлось, да, в русской истории, чем было обусловлено? Русские люди XIX века искали обоснование, почему Россия не такая, как Европа. Да? Вокруг этого ломались стулья, пики, копья и так далее. Да? Почему Россия не как Европа? В то время люди еще не знали там, теорию модернизации, концепцию, да? Еще не знали, что в Японии произойдет реставрация Мэйдзи, которая превратит абсолютно азиатскую страну, да, в одного из таких флагманов технологического прорыва западного мира. Да? Люди не знали о том, что в Турции появится Ататюрк с его европеизацией, хотя реформы эпохи Танзимата уже были, да, так скажем. Вот. Но как бы люди не осмысливали так. Они видели, что вот мы вроде как внешне ничем не отличаемся от немцев, французов, но почему-то живем не так. И искали объяснение всему этому. В чем объяснение, да, того же Соловьева? Да, на протяжении многих столетий Россия потратила все свои силы на борьбу со степью, и вот в результате мы стали отставать и в технологиях, стали отставать в просвещении, как-то вот так получилось, да, вот. Это было очень удобное обоснование, которое очень хорошо зашло, и им оперируют многие до сих пор, да, мы были вынуждены сначала все соки на правах подчиненных Орды, а потом уже, когда Московская Русь обрела субъектность, бороться вот с постордынскими ханствами. Что сделали евразийцы? Да? Евразийцы, они оставили вот эту канву в силе полностью, но сместили акценты, да, с плюса на минус. Евразийцы изначально, да, школа, которая возникла в эмиграции в 20-е годы, они ставили вопросы о причинах революции и о цивилизационной особости России, да, которую они начали противопоставлять так называемому романо-германскому миру. То есть это мир Европы. И здесь они сделали то же самое. То есть мы часть евразийской цивилизации, да, связанной с тюркским миром, с финно-угорским миром, с миром монгольским. Мы были славяне, да, восточные, предопределены вот благодаря этому соседству отличаться от романо-германского мира. И Орда стала рассматриваться впоследствии, как уже в школе Гумилева и в многочисленных последователях Гумилева, да, как некий способ России отличаться от этого Запада, который с нами борется, который хочет нам зла. Просто смена плюса на минус. Да? Современная актуальная историография общероссийская, она говорит, ребята, вы все и те, и другие ошибаетесь. Золотая Орда не ставила целью борьбу с Западом. Это раз. Вот, потому что Золотая Орда была самым надежным контрагентом итальянских городов-государств. Да, Генуи, прежде всего, потом Венеции. Католические монастыри находились не только на Дону, но и в Нижнем Поволжье, да, которые занимались католической миссией. Да, когда там евразиец начинает, да, вещать о том, что Александр Невский делал какой-то цивилизационный выбор в пользу Орды, он противостоял католической экспансии. Да вот, Золотая Орда вполне себе у себя католические монастыри держала, католических миссионеров, да, Кодекс Куманикус, знаменитый, да, памятник, который в Италии, в общем-то, да. Кодекс Куманикус в Италии? Ну, это итальянский памятник, да, это итальянский памятник. Далее. Золотая Орда не ставила себе целью противостоять Западу. Для Золотой Орды русские дела никогда не были предметом первого внимания, да, то есть это тоже то, к чему пришла сейчас современная историография. То есть если еще Лев Николаевич Гумилев, который работал в таких достаточно серьезных советских идеологических зажимах, да, он искал там возможность обосновать союза Руси и Орды. Какой союз, господи? То есть, ну, для Орды принципиальными моментами для ордынских ханов была борьба с другими ветвями рода Чингисхана, да, с теми же хулагуидами в Иране, да, потом Чагатай, когда Тамерлан уже
от их имени начал операцию. Конфликты с имперским центром в Каракаруме, потом в Ханбалыке, который мы сейчас Пекин называем. Да? Вот. Русь для них была тыловым улусом. Да? Периферией. Да, то есть никогда она не была в центре внимания для них. Да? И тот же Тохтамыш, который да, там, победоносно поверг Москву, что с ним стало потом, когда он схлестнулся с другим представителем Чагатайского дома. Да? То есть, Ну, там еще сначала были разборки с Эдигеем. Ну, в том числе, да, да. То есть, но Москва не была никогда вот некой целью. Тот же самый стереотип черной легенды об Орде, да, с которым боролись потом и евразийцы, да, набеги. Набеги, они касались уже периода распада вот этого единого, да, континуума. Основная масса вот этих набегов, которые преследовали целью захвата рабов, работает? Так. Звук включили, ребята? Напишите, пожалуйста, вернулся ли звук. Звук вернулся ли? Так, друзья, все, нам пишут, что Тауш кері қайтты. Поехали. Да, значит, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что современная историография, вообще Золотой Орды, как она есть, это историография не татарская, да, она давно уже оставила позади вот эти все мифологемы, которые, с одной стороны, были сгенерированы в XIX веке представителями классической русской историографии, но и ушла далеко от тех интерпретаций, которые делали евразийцы. Как бы сейчас мы можем говорить, что ну, степень знания этого периода, она достаточно хорошая, достаточно ценностная. То есть если взять там монографии того же Юрченко, который доходит до совершенно тонкостей, да, вплоть до придворных обрядов, да, вот, какие были, или Марка Крамаровского, который на отдельных экспонатах восстанавливает ордынскую повседневность. История достаточно прозрачная, менее, может быть, прозрачная за счет отсутствия местных хроник, да, которые были или утрачены, ну, или да. так далее, да, то есть мы представляем, внешние источники играют роль. Современная русская историография, она достаточно адекватно это воспринимает, и в целом она комплементарна ведь татарской школе, да, татарским представлениям. Единственное, что мы прекрасно понимаем, татарская историческая наука, она всегда тоже склонна рассматривать период Золотой Орды как период все-таки исламизации новых, вот этого кочевого населения. Ну, то есть, как бы новых пространств, новых пространств, новых да, групп населения. Новых групп населения, да, совершенно верно. Многие историки, так скажем, не связанные с татарской историографией, они где-то говорят там свои интерпретации, да, что несмотря на то, что исламизация состоялась при узбеке, де-факто было еще далеко до этого. Да. Ну и мы знаем, что по источникам Едигей еще проводил очень мощный призыв к исламу, да, то есть это уже, по сути, начало 15 века. То есть это был процесс нелинейный, но объективно он был и привел к тому, что сейчас все постордынские народы так или иначе исповедуют ислам. Вот. Это состояние русской историографии. Хорошо. Я к такому вопросу, Марк, как, ну, во-первых, по поводу восприятия истории Золотой Орды. Вот ты согласен со мной? Нет? Но мне кажется, что сейчас реакция, например, татар на различные фильмы, сериалы, где показывается там Золотая Орда, показываются там Баты, там
Чингисхан, там, всякие Джанибеки, да, там, ну, то есть ханы татарские, она более стала как-то эмоциональной, что ли. Вот у тебя нет такого ощущения, что там сразу же начинается дискуссия, типа, на самом деле все было не так, как нам хотят показать в сериале? Вот ты вообще смотрел вот последний сериал, связанный с Золотой Ордой? На самом деле есть тенденция в кинематографе опираться на некие вот устоявшиеся образы 19 века. Это абсолютно так. То есть у нас про Алексея Московского, как фильм назывался? «Орда»? Орда. «Орда». Когда воссоздали селитренные городища, вот Сарай-Бату, в общем-то, работа была проведена хорошая. И там есть замечательная сцена, когда вот этот китайский циркач выступает перед ханами, да, чтобы показать вот это многообразие, да, Орды, потому что, ну, что такое цивилизация Улуса Джучи? Это место встречи каких цивилизаций? На тюркской основе это место встречи китайской цивилизации, персидской цивилизации и Европы, прежде всего в лице Италии, и Восточной Европы в лице Руси, да, то есть это вот пересечение вот этих совершенно разных цивилизаций. Вот. Там пара эпизодов, она действительно соответствует вот этому, да, то есть мы видим многообразие, да, шум этих улиц сарайских, да, но дальше начинается немотивированная жесть. Дальше начинается немотивированная жесть, которая должна, в общем, понизить статус Орды, должна подчеркнуть некую черную легенду вот эту, да, то есть начать с того, что митрополита Алексия сопровождают какие-то два ободранных, да, воина, хотя мы понимаем, что за персоной такого уровня за ним и приехал, ну, вполне серьезный экипаж, да, то есть серьезный караул, и сопровождал бы его по всем этим дорогам, да, когда дальше на территории Орды происходят какие-то совершенно невероятные страдания, хотя мы знаем, что в ордынских городах на территории всего Поволжья, это были полиэтничные города, там жили русские ремесленники, русские священники, их положение, да, были, безусловно, взятые в плен, да, но зачастую это были переселенцы, которые так и оставались жить, да, вот в этих больших городах, то есть нельзя здесь выводить некую вот эту, ну, приниженность, да, социального статуса. Русские князья служили в Орде в это время, да, вот. У нас самый ордынский памятник в Казани какой? Который связан с эпохой Орды. В честь какого человека назван объект? С периодом конкретно Золотой Орды, ее периода независимости, вот ты меня сейчас поставил в неловкую ситуацию. Башня Сюембике, пусть она и поздняя, да, но Сюембике — это Казанское ханство и Ногайская Орда. Да? Кул-Шариф — это Казанское. Кул-Шариф — это Казанское ханство. Так. Поскольку я тут как русский шовинист выступаю, да, я сейчас имею право пожечь маленько, да. Вот. Единственный объект, который у нас отсылает непосредственно к ордынской истории в Казани, периода, когда Золотая Орда от Великого Улуса обособилась, да, после того, как наследники Тулуи захватили, да, нам не понравилось, да, джучидам, Хайду не понравилось, да, угидеидам. И вот началась вот эта распря, которая привела к отделению, да, к обособлению Улуса Джучи. Единственный объект — это церковь святых ярославских чудотворцев на Арском кладбище. Кто такие ярославские чудотворцы? Федор Ростиславич Черный, или Черный его называют, из смоленских князей. Впоследствии княжил в Ярославле, он 10 лет провел на ордынской службе. И Мингу Тимур, как предполагают, в житии не говорится, какой хан, выдал за него замуж дочь свою. То есть его дети были наполовинку чингизиды. Вот так вот. Конечно, потом уже в степенной книге, поздний источник, да, там говорится, какими городами он пожаловал Федора. И там среди городов Казань. Вот. То есть, ну, внимание, да, в Казани, то есть вот в православном сегменте к этому князю, оно во многом, наверное, от этого идет, потому что церковь ярославских чудотворцев, вот, она была в Казани дважды. Сначала на том месте примерно, где цирк стоит, 17-18 век, она еще есть на гравюре Свечина. Это изображение Казани до того, как ее сжег Пугачев. Так, вот смотри. И впоследствии, вот, то есть это представитель
княжеской аристократии, да, то есть и впоследствии на Арском кладбище церковь была построена. И это представитель княжеской аристократии, который был вхож, ну, в самую верхушку Золотой Орды, да, то есть когда мы говорим там о положении русских, да, в Орде, мы должны понимать, что все слои населения так или иначе были интегрированы в это общее государство, при том, что на определенных территориях было самоуправление, да, великий князь был, хан ему давал ярлык, было разделение, соправительство, так же, как в Орде на крылья, да, Московское княжество, Нижегородское княжество, это дублировалась ордынская система, как Вадим Винтович Трепавлов показал, вот это замечательно, да, вот, то есть ордынцы стремились соправительство везде поддерживать. Подожди, вот я тебя правильно понял, что единственное место памяти в Казани о Золотой Орде это... Кроме института Марджани, конечно же, где историки занимаются изучением. Это церковь Варское кладбище? Да, да, Федор, ну то есть это вот, это прям деятель Золотой Орды военный. Он ходил в поход, кстати, он ходил в поход на волжских булгар, как говорят многие, но Юрий Селезнев, историк воронежский, который занимается, он все-таки говорит, что это болгары дунайские были. Вот. Так что вот когда начинают говорить про него, что на волжских булгар ходил, это не совсем корректно. Есть серьезное мнение, что болгары дунайские. Вот. Он участвовал в военных операциях Золотой Орды. Он провел около 10 лет на ордынской службе и даже сподобился, что его женой стала представительница Золотого Рода. Неожиданно, да? Неожиданно. Вот так вот у нас появилось небольшое... Ну, наверное, местом паломничества уже туристического не станет. Нет, да? нет, ну это церковь просто, которая ни разу не закрывалась в жизни. А она сейчас есть? Она там на месте, что ли, сейчас? В Нарском кладбище ну стоит, все, конечно, все, да, да. все. Просто почему ее переиздавали? Сначала на месте цирка была, потом там снесли, потом на кладбище воссоздали. То есть это некое восприятие было этого князя, да, то есть, а потом он в Ярославле лежит, да. Вот. Ну, я не знаю, дадут ли нам когда-нибудь возможность сделать в Казани там памятник, ну, кому можно, Узбек-хану, что ли, хоть кому-нибудь. Батый для Поволжья, он все-таки Волжскую Булгарию разорил завоевал, очень основательно. Вот эти попытки спекуляции на имени Батыя, да. Понятно, что как персонаж исторический. Слушай, ну он даже ведь не оккультурился местным субстратом, получается. Он же, ну, вот он реально пришел. Он пришел, все. Но вот последующие правители, которые уже родились здесь, на Волге, на Поволжье, из Золотой Орды, их там... Уже Берке был взаимосвязан с бухарскими исламскими улемами, да? Ну да, уже начинается история. Хотя были и противоположные эпизоды. Есть такой почитаемый в Ростове Великом Петр Царевич Ордынский, он святой Русской Православной Церкви. То есть он уехал туда, потому что там христиане живут, он сам христианин был. В это время аристократия была еще в процессе выбора религии, да? Но мы знаем, что линия, которую можно реконструировать с Джучи, который был другом мусульман, потом Берке, и потом уже к Узбеку, это все привело действительно к исламизации пространства, хотя альтернативы они, конечно, были, вот, и не сразу все это произошло. Слушай, Марк, а вот у тебя нет ощущения, да, вот если мы, например, не знаю, посмотрим на вот этот вот инфоповод, значит, празднование Куликовской битвы, вот это юбилей. Ты читал мою колонку на «Миллиарде татар». Подожди. Вот, по поводу Куликовской битвы, значит, я, может, сейчас уйду в другую сторону, не в ту, которую ты хочешь, что, в принципе, вот этим событием нам, тюркским народом в России, хотят показать, что ваша история Золотой Орды – это просто там сюжет вашей этнической истории. Ну, то есть, как бы государственное восприятие исторических государств на территории современной России, оно все еще держится строго вот в контексте там Русь Киевская там и так далее, и так далее. А Золотая Орда – это просто небольшой сегмент этнической истории, значит, татар, нагайцев, башкир, я бы так не оценивал, я бы грустнее сказал, что все. Даже то, что говорил Мединский, то, что транслируется с разных федеральных каналов, и там-то ничего не поменялось со сталинского булгаризма вот этого, как мне кажется. Антиордынство. Оно есть, да. Там для них ничего, они просто, может быть, вне вот этого контекста, которым мы тут живем. Они вне контекста, которым живет там Вадим Винцевич Трепавлов, Роман Почекаев и другие исследователи. Смотри, в чате написали, что твою колонку читали. Отлично, спасибо, ребят. Вот. Они вне контекста этого, и они действительно мыслят вот этими шаблонами. Да. Татарам лучше себя называть булгарами. Это прям я неоднократно слышал. Смотришь какую-нибудь передачу на том же телеканале «История», да? С Куликовской битвой, с той же самой,
что я не написал, и используя твою площадку, я, наверное, да, Давай, могу даже без проблем. Все-таки мы знаем, что сейчас в медийном истеблишменте очень сильны позиции армянского народа, да? Они очень Симонян, там, да, Добрылян, ты да, про да, них? да, они очень сильны, Так. и я все-таки хотел бы обратиться... Смотри, татары Башкирии тебя поймут, потому что Я- у них тоже там армянское лобби. Я бы хотел обратиться, да, вот к представителям армянского народа в наших российских медиа, когда будет по накатанной все сильнее идти вот эта вот историческая нагрузка на дату Куликовской битвы, пожалуйста, учитывайте мнение татарской общественности, потому что в армии Мамая, Беклербека, выдающегося ордынского политического деятеля, значительную часть составляли именно крымские армяне, которые как подданные Золотой Орды вместе с генуэзцами, которые выступали уже в качестве наемников, пошли за правителем своего государства, да, за западной части Золотой Орды, выяснять отношения с князем Дмитрием Донским и проиграли, понесли там определенные потери, но период крымский период в истории армян Золотой Орды, это, в общем-то, благостный период, там диаспора очень комфортно себя чувствовала, и впоследствии из Крыма она расселялась по территории Золотой Орды, по территории Великого княжества Литовского, по территории Московской Руси. То есть Крым, он был таким мощным армянским этническим центром, но и в Нижнем Поволжье были армянские коммуны, то есть тоже. Поэтому, в общем-то, здесь не только интересы татар это затрагивает вся эта история, да, Вот так мы вот понимаем. получается. То Марк есть- Шишкин топит за интересы армян. Нет, Марк Шишкин далек от вот этих всех конфликтов, да, я просто призываю учитывать многосоставность нашей истории, да, то есть когда будет даваться вот такая однозначная интерпретация, на самом деле, ну, спорить с тем, что Куликовская битва играла важную роль в консолидации русских княжеств, ну, нельзя с этим спорить, это факт. Ну хорошо. Пусть там- эта битва была меньше в количественном отношении, Ну да. безусловно. Пусть эта битва была... Но действительно, русские княжества худо-бедно договорились, где-то выступили. И вот потом уже, да, Дмитрий Донской на этом основании мог вести политику своего суверенитета, своей территории. Да. Великое княжество Литовское в 1362 году битву на Синих водах выиграло. Да. То есть это тоже идет обособление вот той части бывшей Киевской Руси. То есть то, что русские празднуют, здесь, я не знаю, я не вижу, как для русского праздника. Как праздник общероссийский, здесь нужно вот уже делать какие-то оговорочки. И не только исходя из интересов татар, но и вот как бы я упомянул еще одних заинтересованных людей в объективном рассмотрении этой истории. Марк, и в общем, я как татарин воспользуюсь твоими глазами в русский публицистический мир. В общем, какие сейчас есть дискуссии по поводу Куликовской битвы, по поводу восприятия Золотой Орды вот сегодня, да? Потому что, ну, в принципе, здесь в Татарстане, вот мы, татары мира, да, эту историю освещаем. Кстати, скоро должна выйти вторая часть видеоинтервью с Искандаром Измайловым по поводу Куликовской битвы. Вот. Ну и «Миллиард татар» тоже дает площадку, там тоже есть рефлексия относительно того, что же на самом деле произошло с Куликовской битвой. Вот, Марк, а вот вообще в русском мире есть какая-то движуха по поводу Куликовской битвы? Или там только тульские ребята стараются и пыжатся? Я на самом деле вот не слежу за всеми этими приготовлениями, честно сказать. Дата важная, дата пользуется действительно искренним почитанием. Вот, дата пользуется. Хотя я как говорю, что ну вот с точки зрения понимания масштабов этой битвы, с точки зрения понимания ее значимости, даже насколько человек, которого принято по традиции, по непонятной для меня, человек, которого принято упрекать в квасном патриотизме, Егор Холмогоров. Вот, Да, его татары знают. его татары знают, но Егор Холмогоров, у него целая огромная пространная статья, которая последовательно объясняет, что политический эффект Куликовской битвы, Донского побоища, как корректнее называть, да, в чем? В том, что Великое княжество Московское, вернее Москва, она в наследственное владение впоследствии получает у нас Великое княжество Владимирское. И то есть становится главным оператором внутренней политики Центральной России. Да? После Куликовской битвы. Да. То есть его позиция в этом заключается. Слушай, а он помнит, что произошло через 2 года-то с Москвой?
Он говорит, что это не важно, что сожгли, важно, что власть осталась над Владимиром. Да, совершенно верно. И Холмогоров при всем... Не важно, сожгли Москву, не важно. Ну, это средневековье. Холмогоров, он человек, которого принято считать радикалом в этом отношении, он очень трезво оценивает последствия, он не говорит о всенародной войне, о какой-то, да, это война профессиональных армий была, да, он очень трезво оценивает, да. То есть в русском мире большинство тех, кто этим занимается, они прекрасно все понимают, что средневековые источники, они завышают численность и масштабы, что все вот эти красочные подробности, вроде битвы Пересвета и Челубея, а Пересвет еще и монах при этом, да, они тоже как бы, это фольклор, да, у нас фольклора много во всех исторических традициях, да, и от него никуда не деться, вот. Если говорить в целом о восприятии Золотой Орды в русском обществе, да, вот, то здесь мы вот, я уже, по сути, я об этом сказал, здесь мы видим два полюса, с одной стороны это полюс, который до сих пор базируется на Золотой Орде как некоем враге, в борьбе с которым происходило становление, которого можно обвинить в каких-то исторических упущениях, и между евразийским, вот этим, в евразийской традиции, что да, это страна, которая удержала Русь от поглощение католическим миром, да, то есть подчиненность сарайским ханам, это есть тема, да, безусловно. То есть такие антизападнические, хотя они не совсем корректны, как я уже сказал, да, Золотая Орда была открыта Европе не меньше, чем другим направлениям своей культурной, экономической и прочей экспансии, да, вот. В основном вот эти два полюса, да, хотя, не знаю, я лично считаю, можно свою позицию сказать? Да, вообще без проблем. Я считаю, что России выгодно, чтобы Орда была частью ее вот этой общей государственной истории. Не только Золотая Орда. Давай теперь подробнее. Давай, почему выгодно? Почему выгодно? Ну, Золотая Орда — это часть Монгольской империи, глобалистского такого проекта, который стартовал с конца 12-го, начала 13 века, объединил большую часть Евразии. С далеких рек Орхона. Да, совершенно верно. И, в общем-то, на территории России не только татары являются наследниками этого, да, нагайцы, конечно же, да, но те же самые калмыки, которые пришли в поволжские степи только в 17 веке, в 13 веке они ведь как раз там были, они были в основной, в старшей части, да, Монгольской империи, и предки калмыков, они поддерживали в конфликте Хубилая и Арик-Буги, поддерживали Арик-Бугу. В чем там конфликт? Хубилай — это тот правитель Великого Улуса, который сделал ставку на китайскую культуру. Арик-Буга до последнего держался традиционного кочевого монгольского уклада. Вот. И этот конфликт был, впоследствии Хубилай победил, и впоследствии его потомки, они стали китайской династией Юань, да, по сути, то есть и растворились в китайском мире. Но калмыки, вот их предки, они однозначно были на стороне одного из последователей, да, потомков хана Талуя, Арик-Буги, который держал линию именно вот этого кочевого мира, да, и они живут сейчас в составе России. Это такие же наследники, не просто Золотой Орды, но и Монгольской империи. Буряты — это тоже наследники монгольского мира, зачем Москве Зачем это все нужно? Зачем это все нужно? Сейчас, чем больше у нас вектор всей политики сворачивается в сторону Тихого океана, да, то есть где основные деньги крутятся, где крутятся основные амбиции, нам нужно где сейчас Франция ссорится с Америкой и Англией за то, что Австралии подводные лодки не поставили, да, и так далее. Это Тихий океан, это новое, как бы, новое Средиземноморье мировое, да, это новая Атлантика. У Китая есть очень четкая, обоснованная китайскими историками в интересах китайского государства своя позиция, да, все династии, какие бы ни царствовали на территории Китая, они все китайские, да. Все они, маньчжуры, монголы, кто бы то ни был, да, кто бы ни приходил, они все оставались, и это все Китай. С точки зрения России, которая появилась на Дальнем Востоке только в 17 веке, а закрепилась в Приморье и на Амуре только в 19 веке, да, при Александре II уже мы там закрепились. С точки зрения России выгоднее говорить, что наша традиция государственности, в составе России есть общности, которые являются наследниками государств,
которые были там еще в 13 веке, да, вы понимаете. Это и монгольские народы, ну и тюркские народы, которые до Алтая как бы тоже распространяли свою власть и так далее. И Улус-Джучи, он как раз вот примерно до территории Сибири. Нам выгодно говорить о том, что Россия — это федерация разных народов, и история народов, составляющих эту федерацию, она охватывает вот это пространство от Черного моря до Тихого океана, от Балтийского моря до Тихого океана в исторической ретроспективе намного раньше, чем пока первопроходцы, да, русские там по этим рекам дошли в 17 веке. Для России это выгодно. Почему бы и народам, составляющим федерацию, не подчеркивать эти возможности, эти ресурсы? Короче, резюмируя кратко тезисы, сказанные Марком Шишкиным, Москве нужна Золотая Орда, если она хочет свои дальневосточные земли. Ну, если она хочет оставаться трансконтинентальной державой от Атлантики до Тихого океана, я бы так сказал, да, то есть без этого фактора здесь никуда не деться. Ну и плюс, конечно, мы понимаем, что сейчас очень сложный разговор с Турцией, да, у России, и у Турции свой взгляд абсолютно, да, есть. У Турции своя историческая традиция, и народы тюркские имеют основания находиться с Турцией в одном пространстве, да, и так далее. Есть идеологические основания. Если Россия хочет, чтобы тюркские народы, входящие в ее состав, чувствовали себя субъектами в отношении той же Анкары, ей надо признавать, что историческая традиция этих народов имеет свое законное, нормальное и не маргинальное место в общероссийской истории, в общероссийском контексте. Блин, я вот с тобой согласен в этом отношении, потому что, ну, ты же знаешь, по поводу Золотой Орды есть дискуссия между татарами и казахами. Да. Ну, мы делим между собой Золотую Орду. Им там Көк-Орда, нам Ак-Орда. Вот. Ну и, кстати говоря, дискуссия, она мне нравится, эта дискуссия. Почему? Потому что казахи, понятно, у них сохранились роды, у них сохранились чингизиды, да, и так далее. То есть они вполне адекватно осмысливают вот свою роль на своем пространстве. Татары, наследники городской цивилизации Золотой Орды, исламской цивилизации Золотой Орды. То есть в этом плане вот этот кризис, этот конфликт между двумя историографиями, это на самом деле, ну, конфликт таких людей, которые понимают, о чем говорят, насколько я вот понимаю. У меня нет каких-то вот трагических каких-то мыслей на эту тему. И те, и другие, свой образ, он достаточно достоверный. И у той, и у другой стороны, как мне кажется. Ну, ты сам, в принципе, вот как думаешь о перспективах? Вот, ну, хорошо, вот мы, например, татары. Сейчас, там, не знаю, историки, политики, публицисты, поедем в Москву, там, зайдем в кабинет к Мединскому и скажем, как-то он там по имени и отчеству? Владимир Ростиславович. Владимир Ростиславович, давайте по-хорошему, давайте не обижать Золотую Орду. Ну, мы сможем договориться? Или мы пока будем бодаться, ну, вот, я не знаю, пока место Мединского не займет какой-нибудь там... Ну, сейчас же не Мединский министр такой. Ну, он зато комиссию... А к Сергею Кужугетовичу вы не пробовали? К Сергею Кужугетовичу, кстати, да. Не вот. попадешь? А, кстати, я на твоем канале, Царь Казанский, значит, прочитал, как ты сравнил Сергея Кужугетовича Шойгу с Беклербеком Эдигеем. Ну, что-то есть, он всегда второй. Он при Ельцине второй, да, он всегда второй. Подожди, а как же Собянин и Мишустин? Ну, как-то вот Собянин и Мишустин, они появились на нашей памяти, а Шойгу был всегда. Начиная с 90-х годов, когда он при Ельцине, по сути, его спецслужбу, да, Российской Федеративной Республики. Ну вот, не знаю, вот это вот его тезис, он популистский, не популистский, насчет того, что в Сибири нужно строить города. Ну, в принципе, это же философия, это же мысль, направленная на как бы внутреннюю Россию, да, то есть нам там, как бы, он, конечно, министр обороны, да, он там... Но он мыслит, исходя из перспектив. Пустая Сибирь, ну да, не устоит. Он мыслит как патриот, видимо, своего тоже, тувинского народа. Он понимает, что пустая Сибирь не устоит. ну, короче, ты нам советуешь зайти лучше в кабинет к Сергею Кужугетовичу, да, насчет Золотой Орды? Я не советую, я просто высказываю свое мнение, но очевидно, что работа должна вестись. Я, кстати говоря, в колонке в своей высказал вот мысль, что
популяризация тоже некая должна быть. Кроме вот петиций, кроме протестов, кроме заходов в кабинеты, нужна некая публичная популяризация этой истории, чтобы люди видели, что Золотая Орда это была мощная военная держава, которая осуществляла набеги, на которую осуществляли набеги соседи в том числе, да, это страшный период войны, всех против всех, да, но были периоды мира, когда действительно можно было спокойненько проехать всю Евразию насквозь, да, от владений талуидов, да, до вот владений джучидов и где-нибудь на Черном море, да, уже выйти спокойно через Хорезм, через Сарайчик, через Нижнюю Волгу. То есть это был период, когда десятки городов, городских поселений находились на территории Поволжья, и это были большие города с развитой инфраструктурой, многонациональные города, в которых создавались интересные вещи, в которых работали ученые и так далее. Обо всем этом надо говорить. Вот если формат некоего исторического парка, хотя бы в Казани пока только существовал, да, где вы заходите в интерактивную комнату, и у вас тут интерьеры сарая Аль-Джадида или старого сарая, да, интерьеры Укека, который был на месте Саратова, да, и других городов. И вы все это видите. Видите материальную культуру, блестящие достижения, да, видят дети, видят взрослые. Узнают в лицах людей, которые гуляют по улицам, татары узнают татар, да, мусульман, русские видят русский квартал, да, священников там сарской епархии, да, и так далее. Другие народы тоже узнают себя. Если вот этот пласт, он будет подан в виде каких-то действительно современных интерактивных форматов, ну, то есть это будет гораздо эффективнее, гораздо выгоднее, чем десятки обращений, десятки заходов в кабинеты, да, чем кому-то что-то доказывать. Вот. Люди поймут, что история очень многосоставная, сложная, что да, русские княжества, которые там за свой суверенитет боролись, у них был свой интерес, да, но и вот это общее государство, пока оно было, оно приносило массу бонусов всем народам, которые здесь жили. А так уж случилось, что история Золотой Орды, она действительно неразрывно связана с татарской картиной мира, поэтому татары свой бонус вот с этой популяризацией Золотой Орды как общей истории они, безусловно, получат. Я считаю так. Я вот возьму пример, да, из моей жизни. В общем, я когда учился на ИСФАКе, у меня была археологическая практика у села Селитрино в Астраханской области. Вам как повезло-то, да? А ты где? А мы искали, вот ты когда на смотровую площадку в Кремле выходишь, там отмечена стена старая, которая поверху холма шла. И мы ее искали ближе вот к зданию консистории, к Тезицкому оврагу. Но мы прокопали шурф на 4 метра, что ли, так ничего не нашли, короче. Вот моя археологическая практика так прошла. Вот. В общем, моя археологическая практика проходила в Астрахани, и мы там копали Золотоордынский город, сарай Аль-Махруса. И там меня посетила мысль, вот, ну, кому сегодня в России нужна история Золотой Орды, кроме как Татарстану? Потому что в основном копал, ну там было несколько археологов из Астраханского государственного университета, значит, ну и, наверное, процентов 75-80 специалистов-археологов из института, ну тогда еще был, по-моему, институт Маржани, он еще тогда не был институтом Халикова, институтом археологии. Ну, в общем, казанские археологи были. Да. Вот. И вот так вот подумаешь, да, вот, ну, город Укек, это Саратов, да, Саратовская область, ну, вот эту всю вот инфраструктуру по популяризации, получается, это же, ну, ложится на плечи одного Татарстана, как субъекта. Но это же нелегко. Я понимаю. Это же тяжело. Просто вот я тогда осознал, насколько же тяжело Татарстану на себе нести ответственность за историческую память о Золотой Орде. Никому не нужно больше. Никому не нужно больше. Да. Хотя есть местные сообщества, не имеющие отношения к татарам в виде реконструкторов, которые вот эту всю историю популяризируют. По тому же Укеку, замечательный паблик ВКонтакте, и там люди совершенно не имеющие отношения к татарам, русские и русскоязычные, они воссоздают эти одежды, да, из средневекового города, они воссоздают материальную культуру. Респект и уважение, конечно, таким. Тот же самый губернатор Жилкин, который в Селитренном городище вот эти декорации к фильму, не совсем удачному, да, но
Он же первый сказал, он сказал то, что никто бы никогда не сказал, что нужен памятник Батыю, да, то есть астраханский губернатор Жилкин говорил. Так, вот это надо будет... Типа это местный бренд, это правитель евразийской державы, это наш местный бренд. Нет, Батыю не надо ставить памятники, моя позиция, да, тут слишком много всей крови было, да, но если бы там где-нибудь в Астраханской области памятник Узбек-хану появился, Ну, да, предположим. Ну, почему бы Вот. нет? Но это вот его проект был, он получил за это ото всех, вот, и губернатор. Ну, да, действующий, местные да. казаки, наверное, Вот. Я накидали. не знаю, там казаки или не казаки. Казаки тоже отчасти правопреемники Золотой Орды в какой-то части, да? Вот, в общем, поэтому, ребята, вот вы наши подписчики, наши зрители, наши комментаторы, канал Татар Мира вами и богат, и мы вот тоже стараемся вот на просторах Ютуба популяризировать, продвигать историю Золотой Орды, не забывая, конечно же, историю Волжской Булгарии, не забывая историю Казанского ханства. Вот мой коллега, друг, партнер, значит, Ренат Хабибуллин, смотрите его видео, он очень сильно старался. Вот, кстати говоря, вот он столько много сделал видеоматериал про Казанское ханство, и если так посмотреть, особо много-то и не смотрел у нас на канале Казанское ханство. Ну, больше, конечно, смотрел про Казахское ханство. Это активное сообщество Это вообще мощное. наших соседей, Да, да? поэтому, значит, на канале Татары Мира, поэтому на канале, значит, Татары Мира нужны татары, потому что у нас впереди разборки с казахами, чья орда. Я же сказал, хорошие разборки хороших двух сторон. Все прекрасно, адекватно себя понимают. Я не знаю, что вы переживаете. Ну, мы не переживаем. Это же жизнь. Жизнь — это всегда какие-то выяснения, уточнения. Это процесс, да, где нет неких вот таких постулатов, которые неопровержимые, да, ну, то есть, кроме того, что нельзя руку в огонь совать, да, там и так далее, в электричество, то есть это неопровержимо. А в остальном это место для творчества и какие-то концепты, которые, если они находят действительно свою аудиторию, то есть их можно двигать дальше. У нас сейчас мир стартапов, да, когда каждая идея может выстрелить, поэтому... Марк, тут люди не успокаиваются. Задам вопрос из недр нашего чата. Все спрашивают, почему у тебя отчество Рустамович? Потому что моего папу звали Рустам. Там сложная Подожди, он Рустам Шишкин, получается? Там сложная история. У меня фамилия по маме, вот, фамилия по маме. от кряшинского рода. Вот. Ага. Вот, у меня есть русские, астраханские татары, русские с Тверской губернии, русские с Спасский уезд Республики Татарстан. Угу. Казанской губернии в прошлом. А у тебя нету никаких там башкиров в роду? Есть астраханские татары. Ну, это не башкиры же. Вот, но башкир нет. А не нагайца нет? Нет, они не нагайцы, они городские. Ага. Они городские. Там. Ну, в принципе, у меня тоже как бы есть родственные связи с Астраханью. В общем, мы как бы живем, конечно... Меня воспитал мой прадед Кряшин. Он глава семейства был, Шишкин Максим Петрович. То есть он... А он татарский язык знал? Знаешь как, там семья, то есть половина семьи, те, кто женились на татарках, они все впоследствии как татары, да? Стали? Отатарились. Отатарились. То есть жены татарки отатарили мужей кряшин. Да, Максим Петрович на русской женился, и уже как вот все русские, вот. Но ты знаешь как, ему племянница, она в Казани жила, тетя Таня. И он всегда был, ну, то есть он говорил по-русски, он русский был, то есть пела песню, которую в детстве они пели в деревне, и все в шоке выпали, она была на татарском. То есть это наш полиэтнизм, вот он. А вот он говорил, вот я вот кряшин, ну как он Нет, он не себя... говорил, что он кряшин, он русский. А как ты узнал? Секунду. Ну, об этом было понятно, почему у нас половина родни. То есть это было понятно, что то есть это Кряшинское село, это как бы существует до сих пор. Там, моих однофамильцев больше половины села. У меня такая своя семейная история, как бы, то есть, ну, фамилия как бы так. Ну, я думаю, комментаторы удовлетворены. Да, я надеюсь, я в этом плане Шишкина. открыт абсолютно, да. Вот. Ну, в принципе, ты как краевед,
Может, так небольшой расскажешь, вот область интереса твоего краеведческого, потому что, ну, насколько я понимаю, ты как бы история Казани, получается. Я да? занимаюсь историей Казани. Вот. Что может быть из моих краеведческих изысканий интересно в данной аудитории? Да? То есть, конечно, я в основном занимаюсь русской частью города, то есть это улицы, дома, люди, судьбы и так далее. Но вот в последнее время это и в публикациях на том же «Миллиарде» выходило. Есть перспективная тема. Обращаюсь уже не к армянам российских медиа, а к татарам мира в кои-то веке. Да? Вот. Есть перспективная тема. Ты вот в начале нашего разговора очень хорошую затравочку сделал на Казанскую губернию. Я хотел бы вот поговорить о восприятии губернской классической Казани XIX века. Да? Вот Казань старых открыток черно-белых, да, вот это старая Казань. Очень перспективная тема для изучения, для татарского краеведения сейчас это исследовать, как татары присутствовали по другую сторону Булака и Кабана. А они еще, ох, как присутствовали. Там переулочек между Александровским пассажем там, и нынешним Джузеппе, да, отелем Акчуринский переулок был, да. Принадлежало это место раньше купцу Усманову. Татарским купцам многие владения на той же Большой Проломной и на Баумана принадлежали. Это все достаточно хорошо видно по источникам. Надеюсь, Татары, наши зрители, которые знают Казань, в курсе во всех этих татары улицах. жили на этих Рыбнарядской улице, Да, дома да. принадлежали. Даже в самых там, которые районы считались при той сегрегации, да, неформальные уже территориях, там присутствовали татарские люди, татарские дома есть. История этих домов как-то у нас совершенно оказалась не востребована. Есть, конечно, мемориальная доска Садри Максуди, который жил как раз по другую сторону Булака, и в дореволюционный период. Да, Ты еще то там есть, нашел локацию, связанную с Закива-Лиди. Закива-Лиди огромное количество локаций можно найти, да. Я дом его не нашел, жил он в Суконной Слободе где-то, судя по всему. Вот. Ездил кататься на озере Кабан, да, будущий основатель башкирской государственности, да, вот, жил в Казани, жизнью нормального, интеллигентного молодого человека. Вот эта тема, она действительно очень перспективная, потому что татарские слободы это хорошо, но кроме татарских слобод была территория такого межэтнического соприкосновения, это та же Пороховая Слобода, еще до революции смешанное население. Этим занимаются тоже ребята, краеведы, тот же Айрат Файзрахманов, он очень много занимался и Адмиралтейской слободой, и Новотатарской слободой, и Плетеневской слободой. Вот. Плетени, да, вот эта территория, где фабрика Крестовниковых, там тоже контактная территория, да, там и церковь стояла русская, и мечеть Азимовская, да, вот, в Плетеневской слободе. То есть Казань, она в целом всю свою историю очень так неоднозначно и разноплановый город, но вот татары в центре Казани, это прям вот история, это история хорошая, да, вот если все эти дома, все это будет идентифицировано когда-то. Ну, скажи, у тебя, если что, ты же казанский экскурсовод, у тебя есть маршрут для татар, скажем, вот, которые за пределами Татарстана живут, если они вот приедут в Казань как туристы, да, показать, где что интересное, тут татара можно посмотреть, Безусловно. кроме татарской, старой татарской и новотатарской слободы. Безусловно, можно, да, показать, можно посмотреть. Вот, да, есть что посмотреть. Ну, в общем, давай, Марк, тогда более такое заключительное, резюмирующее слово. Значит, какой мы можем подвести итог? Значит, по Волжской Булгарии, по Золотой Орде, по Казанскому хасу. Значит, что это есть для татар? Что это есть для... Как я уже сказал, да, самое слабое место, что любую дискуссию выводит за пределы как бы интеллектуальных, рациональных доводов, это вот, ну, поиски некоего золотого века, да. Они неизбежны для вот человеческой природы, да, но если мы оперируем вот рациональными доводами, мы должны понимать, что история непрерывна, да, вот, что все исторические общности, все вообще абсолютно, они имеют разные этапы, разные слои в своей истории, поэтому я думаю, что все зависит от того, предпочтения тому или иному периоду,
чем мыслит человек, какие этапы для себя, как он видит себя в этой жизни, да, то есть, ну, например, если брать ту же самую Волжскую Булгарию, тут, безусловно, да, для мусульман это важный фактор, да, это родина, так скажем, историческая татарского ислама, религии, которая на протяжении уже больше, чем тысячелетия с народом, но для татар, мусульман, которые живут за пределами Республики Татарстан, за пределами территории Волжской Булгарии, которые живут в Волгограде, которые живут в Саратове, являясь волго-уральскими татарами, да, то есть понимать, что вот эта территория, это их родная территория, да, что здесь был Улус-Джучи, где были тоже города, такие же мультикультурные, как сейчас, да, вот, с немножко другими пропорциями населения, но здесь тоже жили люди, которые говорили на языке понимаемом, да, это, наверное, тоже очень важно, да, вот, это тоже очень важно, вот, поэтому вот здесь между тем, что привязано к территории Татарстана, и тем, что делает условия проживания для татар, как вот, ну, в ментальном плане, да, в историческом, комфортными, некий баланс, он, безусловно, должен быть. Но вообще, это вообще все вы без меня уже татарская общественность давно пришла к выводу, что должен быть баланс между вот татарстанскими, собственно, интересами и интересами татар как общности, которая на всей территории России живет. Это я тут вообще вам ничего нового не скажу, ребят. Вот. Ну, в общем, вот поэтому я полностью согласен с Марком Шишкиным, что история Золотой Орды – это такая историческая коммуникация Татарстана с татарами за пределами Татарстана. А надо бы делать это еще способом коммуникации с другими народами России, исходя из того, что общее это государство было для многих. Да вообще без проблем. С кем там коммуницировать? Там? С армянами уже мы сегодня говорили, да? Хорошо. Финно-угорский мир еще Финно-угорский мир есть, но финно-угорский мир здесь вот Казанское ханство, конечно. То есть для финно-угорского фактора тоже интересный сюжет, да, все-таки марийцы в Казанском ханстве были такой значимой воинской силой. Я читал твои статьи про то, как черемисы были недовольны, что Казань пала. Как мордовское население жило, очень хорошо было представлено на территории Горного берега, да, в районе Свияжска были мордовские поселения. Остались каратаи, этническая группа в Камско-Устинском районе. Удивительно, все представители мордовских народов на территории Татарстана, переселившиеся уже позже, в 17 веке, это ирзяне, а каратаи-макшане. То есть это очень архаичное население, перешедшее с макшанского языка на татарский, которое было еще свидетелями, вероятно, Казанского ханства, когда вот, ну, вот этот этап был. Для финно-угров, безусловно, вот период Казанского ханства – это такой судьбоносный важный период, оставивший много следов в истории, потому что именно в период Казанского ханства чингизидская государственность, она приблизилась к ним непосредственно. Не случайно казанский летописец, вот тоже, да, скажи, легендарный наполовину, да, такой источник, да, русским пленником написанный, да, где много чего угодно, да, но нельзя им не пользоваться, потому что как казанский летописец описывает, что когда Улу Мухаммад, да, пришел на Среднюю Волгу, его здесь булгары, черемисы, все встречали, да, они радовались, что у них появился свой представитель золотого рода, да, который за их интересы уже будет с другими постордынскими общностями общаться, да, и если надо, как бы, ну, и не постоит за ценой, да, то есть это вот период консолидации был такой, да, важный. Неожиданно, да, мы про Казанское ханство в конце и к финно-уграм пришли, да, хороший диалог. Ну, я думаю, да, вот, ну, я не знаю, я, в принципе, может быть, еще с Марком обсужу после стрима, но вот меня, например, интересует, как мне кажется, отсутствие образа у татар в Казанской губернии. Причем Казанская губерния, она очень сильно сегментируется, потому что, ну, там, получается, вторая половина 16 века, 17 век, 18 век у татар больше всего зацеплено с историей о христианизации, да. Там, Лука Конашевич. Вот. Значит, непонятно, чем является Казанская губерния для татар 19 века. Ну, там есть как бы понимание, что крутые татарские купцы строят мечети, крутые каюм-насыри, Шигабудин Маржани, значит, перековывают новую татарскую нацию миллет. Вот. В общем, будем стараться рисовать образы Казанской губернии в последующем. В общем,
Ребята, не отключайтесь. Обязательно подписывайтесь. Кстати говоря, большое замечание вам, комментаторам, почему вы не подписываетесь, не нажимаете на знак уведомления. Мы все видим по статистике. Если вы хотите интересные, дискуссионные, жгучие, как сам Марк Шишкин сегодня со своим отчеством Рустамович, контент, пожалуйста, лайкайте, дизлайкайте, это ваш выбор. Пишите комментарии, какие хотите, это тоже ваш выбор. Дизлайкают, если Да, хотят. но обязательно подпишитесь и уведомления нажимайте. В общем, Марк Абы Бигзур Ахмед. Всем пока, всем до свидания.